Кто такой Умар ибн аль-Хаттаб? Он Фарук. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Ты, различающий истину от заблуждения». Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, не давал имена просто так, а лишь в точности соответствующие этому человеку. Данное им имя всегда оправдывало себя. Он Умар, который обрадован раем. Каким он был Умар? Однажды пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, вел проповедь для женщин, и когда зашел Умар ибн аль-Хаттаб, женщины бросились за занавес. Тогда пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, посмотрел на Умара и улыбнулся. Говорят, что тогда Умар очень опечалился, подумав, что он жесткий и черствый. «Они тебя боятся, Умар», — сказал пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. «Они тебя боятся, о Умар». И в тот момент, когда на лице Умара появилась печаль, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, поясняя: «Клянусь Аллахом, о Умар, как только шайтан, двигаясь по улице, встречает тебя, то он перебегает на другую улицу и обходит тебя стороной». Об Умаре ибн аль-Хаттабе сказано: «На сердце его правда, и на языке его правда». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, похвалил Умар ибн аль-Хаттаба, сказав: «Если бы после меня был бы пророк, то им был бы Умар ибн аль-Хаттаб». Вот настолько он был любим пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Умар ибн аль-Хаттаб, он тот, о котором просил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своей мольбе: «О Аллах, возвеличь ислам одним из двух Умаров». Он попросил Аллаха, и Аллах ответил ему. После того, как Умар ибн аль-Хаттаб и Хамза приняли ислам и присоединились к мусульманам, сподвижники стали открыто совершать намаз возле Каабы, а до этого мекканские мушрики не позволяли им. Знаешь, кто такой Умар ибн аль-Хаттаб? Это тот Умар, который, находясь при смерти от ударов кинжала, сказал своему сыну Абдуллаху: «Ты иди и передай Айше от меня салям. Ты не говори, что повелитель правоверных передал салам. С сегодняшнего дня я не повелитель правоверных. Ты скажи, что Умар, сын Хаттаба, передал салам. Ты попроси у нее разрешения похоронить меня рядом с пророком Мухаммадом, алейхиссаляту вассалям, и Абу Бакром». Абдулла пошел к Айше, он нашел ее плачущей, и он передал ей салям и просьбу Умара. Тогда Айша, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Я приготовила это место для себя, потому что пророк, алейхиссаляту вассалям, похоронен в моем доме, а рядом с ним похоронен Абу Бакр ас-Сиддик». И тогда Айша повторила: «Я приготовила это место для себя». Но как же часто я слышала, как много говорил об Умаре пророк, алейхиссаляту вассалям, и мой отец Абу Бакр ас-Сиддик. Как же часто я слышала в речах пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Я, Абу Бакр и Умар», когда «я, Абу Бакр и Умар были вместе». Как же часто я слышала в речах Абу Бакра, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, Умар и я были вместе. И поэтому я оставляю это место для Умара. Когда Абдулла ибн Умар вернулся домой, Умар, который был в крови и издыхал последние вдохи, сказал своему сыну: «Ты не говори мне ничего. Поднимите меня», — приказал Умар. Затем он сказал: «Не подобает мне лежа принимать ответ на просьбу о моем захоронении рядом с пророком, алейхиссаляту вассалям, и Абу Бакром». Ведь он даже не знал, каков был ответ Айши. Это тот Умар, о котором Усман ибн Аффан после его смерти сказал: «Я видел во сне Умара». И спросил я его: «Что сделал с тобою Аллах?» Умар ответил мне: «Когда меня положили в могилу, и вы, обернувшись, ушли, пришли ангелы Мункар и Накир». Мункар и Накир — это очень грозные ангелы. Некоторые говорят, что они уродливые. Так нельзя говорить об ангелах. Эти два ангела настолько грозные, то, увидев хотя бы одного из них, сердца наши разорвались бы от страха.
Когда эти ангелы зашли, прежде чем они спросили меня, кто мой Господь, я у них спросил раньше, кто ваш Господь. Когда после джихада в битве при Ямаме пали шахидами сподвижники, знавшие весь Коран наизусть, Умар сказал Абу Бакру, что надо записать Коран. Тогда Абу Бакр позвал Зайда. Зайд всегда был рядом с пророком, алейхиссаляту вассалям. Он один из тех, кто знал Коран наизусть. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в свое время не говорил записывать Коран и не говорил записывать хадисы. Наука о единобожии и правилах чтения Корана не была записана во времена пророка, алейхиссаляту вассалям. Тогда что мы должны делать? Псевдосалафиты хотят сказать, что все это харам? Когда Зайд подошел к Абу Бакру и услышал просьбу записать Коран, он сказал: ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не записывал Коран. И послушай ты, что сказал ему Умар ибн аль-Хаттаб, он же Фарук. Он не тот, кто бросает слова на ветер. Эта история приводится в достоверном сборнике имама Бухари, и говорит ему Умар: клянусь Аллахом, это благое дело. И они записали и собрали Коран. Абу Бакр собрал Коран из разных слитков в одном переплете. Затем Усман сделал 4 копии Корана и разослал их в Египет, в Шам и в Ирак. И после этого псевдосалафиты пытаются что-то тебе доказывать.